Бисмиллах, альхамдулиллах, ассалату вассалям, аля расулиллах. Недавно приобрел книгу, называется «150 историй из жизни Умара ибн аль-Хаттаба». Есть такая же книга «150 историй из жизни Абу Бакра, радийаллаху анху». И знакомая история, которую я читал уже давно, но, машаллах, в этой истории мы видим нрав Умара ибн аль-Хаттаба и видим нрав, вообще в истории сподвижников мы видим прекрасный нрав этого поколения, которое воспитал сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Каждый сподвижник — это продукт воспитания лучшего устаза, лучшего преподавателя, лучшего педагога в истории человечества. Да, он не заканчивал педагогический университет, он не защищал диссертацию, но его воспитал сам Создатель самыми лучшими методиками, Кораном. И этот самый лучший преподаватель, устаз, Аллах дал ему лучших учеников. И из этих лучших учеников посланник Аллаха воспитал лучшее поколение. И сказал: «Хайруль куруни карни». Самое лучшее поколение — это мое поколение. Это не поколение даже Ибрахима, алейхиссалям. Это не последователи Муса, алейхиссалям, Нух, алейхиссалям. Это самое лучшее поколение — это поколение сподвижников. И самые лучшие члены этого поколения — это Абу Бакр, это Умар, это Усман, это Али. То есть, получается, они лучшие из лучших. И когда человечество потеряло этих людей, когда вернулся к Аллаху Абу Бакр, Умар, Усман, вот эти сподвижники, это их поколение сподвижников, они рассказывали своим детям про Абу Бакра, про Умара, про Усмана, так же, как им рассказывали суры из Корана. Потому что их пример был наилучшим. И каждая история, она несет огромное количество пользы. Потому что это те люди, которые претворили учение пророка, сунну пророка в жизнь. Если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: делайте то и не делайте это, то в ком мы можем увидеть пример этого? Именно в них. Наилучшим образом притворяли в жизнь, то есть делали амаль согласно сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, согласно его назиданиям, кто сподвижники. Умар ибн аль-Хаттаб, будучи халифом. Кто такой халиф? Если сегодня представить, кто такой халиф, это глава государства. Президент, там в Советском Союзе первый секретарь, да? Император, король, царь, если это царская страна, монархия, король, да? Это первое лицо всего государства. Он был халифом. И у халифа по регионам страны были свои наместники. Вот есть президент, а есть губернатор области. И эти губернаторы, наместники, они отвечали за свои территории. И каждый раз халиф собирал их возле себя, навещал их, несмотря на то, что не было сегодняшних дорог, техники не было, самолетов, там борт номер 1, да, этого не было. Но
они управляли страной посредством этих наместников. И вот Анас, который передал нам огромное количество хадисов, радиаллаху анху, рассказывает: однажды мы были возле Умара ибн аль-Хаттаба, и к нему пришел один юноша и представился коптом, то есть копты, они жили в Египте. Это были христиане, это были египетские христиане, вот так скажем, копты. Ну, можете про них почитать, да? И вот этот юноша, он был из Египта, то есть получается, он почему-то пришел в Медину к Умару ибн аль-Хаттабу из Египта. И он был египетский христианин, копт. И когда Умар спросил у него, в чем его вопрос, он сказал: «О амируль му'минин, о повелитель правоверных». Египет в то время уже был под Умар ибн Хаттабом, то есть на территории халифата. До этого, если там были викинги, да, управляли, бесчинствовали они там, убивали христиан, истребляли, то, когда пришел ислам, по примеру пророка, саллаллаху алейхи вассалям, халифат, государство, взяло под охрану христиан, их церкви, и государство, исламское государство охраняло, защищало христиан, церкви и даже от мусульман, самих мусульман. То есть получается, если мусульманин в исламской стране обидел не мусульманина, то халиф и государство, халифат, защищало его права. И вот Анас рассказывает, этот юноша сказал: «О повелитель правоверных, я человек, который прибыл к тебе, убегая от несправедливости». То есть его кто-то обидел. И Умар спросил его: «Что с тобой? Что случилось?» И тогда он начал рассказывать. Амр ибн аль-Ас. Кто такой Амр ибн Ас? Это был величайший сподвижник. И Умар ибн Хаттаб назначил его наместником Египта. То есть получается, вот президент, а это губернатор Египта. Получается, вот этот Египет, который мы знаем, он был частью мусульманской страны, халифата, и вот наместником этого Египта был сподвижник Амр ибн Ас. И этот юноша рассказывает: Амр ибн Ас организовал в Египте скачки. Скачки, то есть это всегда было, и верблюд пророка участвовал в скачках, да, сподвижники участвовали в этом, и это всегда было. И вот он организовал в Египте скачки. И моя лошадь прибежала первой. То есть, получается, лошадь этого юноши победила в скачках. Моя лошадь прибежала первой. И когда люди увидели ее, мою лошадь, то есть первую лошадь, скажем, Мухаммад, сын Амра, это получается сын кого? Сын губернатора. Мухаммад, сын Амра, встал и сказал: «Клянусь Господом Каабы, это моя лошадь пришла первой. Это моя лошадь пришла первой». То есть они еще издалека видели ее. И когда моя лошадь, она приблизилась, я узнал ее. Это была не его лошадь, а моя лошадь. И я сказал: «Клянусь, это моя лошадь пришла первой». Тогда Мухаммад, сын Амра, достал свой посох и начал бить меня. То есть за то, что, получается, не его лошадь, не сын губернатора победил на скачках, не его лошадь, а вот этого юноши, он начал бить меня своим посохом и сказал: «Вот, получай, как ты посмел выйти против меня, ибо я сын самого благородного из людей».
То есть я сын чей? Губернатора. Как ты мог против меня? И Анас рассказывает, клянусь Аллахом, Умар, выслушав этого юношу, ничего не добавил, то есть не стал расспрашивать и просто сказал: садись. А потом он написал письмо Амру ибн аль-Асу. То есть набрать его невозможно, телефона нет, интернета нет, 7-8 век, да? Все, он написал письмо Амру ибн аль-Асу, в котором говорилось следующее: когда к тебе придет, когда до тебя дойдет это письмо, сразу же выезжай ко мне, и пусть вместе с тобой выйдет и твой сын Мухаммад. То есть забирай своего сына и срочно ко мне. И Анас продолжает, когда пришло письмо, дошло письмо до Амра, Амр позвал своего сына к себе. То есть он сразу испугался, значит, его сын что-то мог где-то натворить, когда отец этого не видел, да? И он спросил Мухаммада: ты что натворил? Что ты натворил? Ты совершил какое-то преступление? На что сын ответил: нет, я ничего такого не сделал. Может быть, он уже давно об этом забыл. И, может быть, ему показалось, что он какое-то пустяковое дело сделал, да? И тогда Амр удивился: тогда почему же Умар в письме пишет и про тебя? И зовет к себе не только меня, но и тебя. И Анас рассказывает. Они прибыли в Медину. Ну, представьте себе Египет, сколько километров, да? На конях или на верблюдах. Это не одного дня дело. Но они все бросили. Губернатор все бросил. Его президент зовет к себе. Все, он срочно вылетает, выходит со своим сыном. Они прибыли в Медину. А я тогда находился возле Умара. Амр зашел к Умару, но Умар, не увидев возле Амра его сына, начал искать его. И увидел сына где-то там позади, то есть сын прятался за своим отцом. Затем он сказал: а где тот египтянин? Где он? Получается, его обеспечили местом, там дали ему отель или еще что-то. Он там ждал, пока губернатор не придет. Да? Все. Он сказал: зовите сюда того египтянина. Тот юноша пришел, Умар подошел к нему, вытащил кнут, отдал этот кнут тому египтянину и сказал: бей этого сына благородных людей. То есть сына самого благородного из людей. То есть ты должен сейчас побить сына губернатора. И этот юноша стал бить его, пока не повалил его на землю от ударов. Ну все, он там оторвался, да, тот даже упал. Вы, наверное, представляете, да? Наместник халифа, местный губернатор стоит, смотрит, как его сына побивает какой-то гражданин его области. Вот. Затем Умар сказал ему: а теперь бей по лысой голове его отца. Президент говорит: ты сейчас должен этому юношу, он тут сына побил уже, теперь бери кнут и бей его отца, губернатора. Бей по его лысой голове, ибо, клянусь Аллахом, его сын побил тебя только лишь из-за власти своего отца. То есть, если бы он не был сыном наместника, он бы не стал тебя и не смог бы тебя побить. Тот тоже мужчина вообще-то. Так ведь? Поэтому он, клянусь Аллахом, он побил тебя только из-за своего отца. Поэтому давай бей его отца. Но египтянин сказал: о повелитель правоверных, я ударил того, кто ударил меня. Поэтому губернатор не бил меня, и я поэтому не буду его бить. Тогда Умар сказал: клянусь Аллахом, если бы ты стал бить его, наместника то есть, то мы не стали бы вмешиваться, пока ты сам бы его не оставил.
То есть, если бы ты сейчас при мне начал бить Амра, самого Амра, я бы тебя не остановил, пока ты сам не остановился. Вот это был Умар ибн Хаттаб, да? А затем он обратился к Амру, то есть к своему наместнику, и сказал: «О Амр, когда вы успели поработить людей, тогда как их мамы, их матери родили их свободными?» То есть вы почему из людей делаете рабов? Ведь их мамы родили их свободными. То есть нельзя, пользуясь своими полномочиями, своей властью, которую тебе дал халиф, ущемлять права, обижать, оскорблять, унижать народ. Вот они не рабы, они свободные, а вы их поработили. И после этого Умар, радийаллаху анху, повернулся к тому юноше и сказал: «Ступай с миром, иди, возвращайся с миром, с миром. И если тебя что-то будет смущать, то напиши мне». То есть, если они тебя будут еще обижать, то ты можешь обращаться всегда ко мне. Вот это, казалось бы, обычная история из повседневной жизни халифа, да? Но в этом мы видим справедливость халифа. Будучи главой целого государства, Умар ибн Хаттаб, даже если кто-то думает, что он был очень строгим, да, в Сирии, когда мы читаем картинки из жизни сподвижников, к сожалению, многие братья там представляют его каким-то там жестким, да, он был строгим, но он был справедливым. И вот этот юноша, казалось бы, ну никто, он просто гражданин этой страны, да, он же не испугался того, что Умар может его обидеть. Он просто пришел, все рассказал, да. И он знал, что Умар, он справедливый, что государство, оно справедливое, что несмотря на свою строгость где-то, да, он никого не обидит понапрасну. Поэтому вот так они управляли людьми, и на самом деле это люди, которые являются и будут наилучшим примером до судного дня. Любой правитель, любой руководитель не обязательно править страной, не обязательно там возглавлять целое министерство, районы, города. Как в хадисе говорится, если Аллах дал тебе двоих людей под твое руководство, да, под тобой, ты должен быть справедливым к ним. Поэтому это есть ислам, и дай Аллах, чтобы мы брали пример с этих лучших людей, и пусть Аллах упасет нас от угнетательства. Субханак Аллахума бихамдик, шаду ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.